Верхом на скакунах татарской породы борцы, ухватившись за пояс своего оппонента, стремились повалить его на землю. Куреш на лошадях стал одной из новинок этого чемпионата и первенства мира. Еще одно новое соревнование – пляжный куреш. Здесь спортсмены вели борьбу на песке. Он, как говорят участники, попадая в глаза, особенно усложнял поединок. На песке тяжелее, конечно, но все же борьба есть борьба. Надо смотреть и бороться, и идти дальше, несмотря ни на что. Вместе с состязаниями по куреш прошли международные соревнования по сумо. Для этого сюда приехали борцы с весомыми результатами и начинающие спортсмены. Недавно, только недели, это начали заниматься и первый раз на соревнования приходят. Все соревнования в селе Мингер объединили около 300 борцов из 27 стран. На спортивные свершения участников напутствовал президент Международной федерации борьбы на поясах Куреш. Благодарим всех участников чемпионата мира. Честный спорт всегда объединял народы, несмотря на непростые времена в мире. Желаю всем борцам показать наилучший результат, а зрителям насладиться борьбой. Куреш для нас – это история народа, это традиции и образ мысли. Борьба на поясах куреш зародилась более 1000 лет назад на территории современного Татарстана. Этот вид спорта стал традиционной борьбой тюркских народов. Исторически лучшее мастерство у татарских батыров. При этом, как отмечают эксперты, сейчас с ростом популярности этого вида спорта конкуренции становится больше. Я думаю, что в ближайшие несколько лет процентов 50 будут завоевывать иностранные спортсмены, потому что они начинают узнавать технику и этот вид спорта познают. То есть там есть особые хитрости, которые приводят к победе. Поэтому скоро уже, допустим, татарстанский борец не сможет пользоваться вот этими хитростями, потому что они будут известны иностранным борцам. На этом мировом чемпионате борцы из нашей республики сохранили абсолютное доминирование, победив во всех весовых категориях. Так, в самом легком весе чемпионом мира уже в 18 лет стал Ильфат Минигалиев из Казани. Борьбой он занимается 2/3 своей жизни. Самое классное то, что 18 лет выиграл самый молодой чемпион мира. Самое то. Давно об этом мечтал, но не думал, что выполнится эта мечта. Главное внимание было приковано к борцам-тяжеловесам. За звание абсолютного победителя сошлись 130-килограммовые татарстанцы. Ранис Гелетидинов из Челнов и Радик Салахов из Заинска. Во всех смыслах в тяжелом поединке чашу весов в свою пользу склонил Радик Салахов. Я очень рад, потому что очень большой путь прошли. Чемпионат России, вот наконец мы дошли до этого момента. Слава Всевышнему, что сегодня все получилось, как и задумали. Победитель в абсолютной весовой категории получил главный приз соревнований – автомобиль от РАИС Татарстана. Как рассказала главный батыр, в его карьере это уже 8-я победная машина. Дмитрий Айрин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Сабинский район.